закона Кыргызской Республики. Конечно, хотела бы еще раз отметить, что на сегодняшний день фракция Кыргызстан переживает достаточно сложное время, но тем не менее, несмотря на нашу малочисленность, мы будем добиваться справедливости и законности. И я думаю, что в ближайшее время мы будем настаивать на том, чтобы руководители силовых блоков, судебный корпус пришли на заседание ГБУ Кенеш, и мы хотели бы послушать их ответы в части соблюдения законов, направленных на защиту прав и свобод граждан. Азаттык менен Оолечник кызы. Жогорку Кеңештин алкагында депутаттык комиссиялар жумуш топ түзүлүшүн талап кыласыздарбы? Мисалы ошол боюнча аракеттер болобу? Муну баардыгын кармалышы, сиз айткандай мыйзамсыз кармалышы деп атасыздар ошону териштирүү. Ну, я думаю, что завтра мы на сессии этот вопрос поднимем, потому что хотелось бы вначале послушать руководителей всех силовых блоков, на чем они основываются. Хотелось бы, чтобы все вопросы, которые у нас есть, вопрос даже не просто законности содержания, вопрос вообще законности действий правоохранительных органов. По нормам Уголовно-процессуального кодекса предусмотрена такая норма, что если уголовные дела, если преступления имеют срок давности, то они обязательно подлежат прекращению. Слово «нет» на усмотрение следователя или судьи, а именно обязательно подлежат прекращению. Но, к сожалению, эти нормы почему-то не соблюдаются. Ну, мы сами понимаем, почему. Но, знаете, за критику, за резкие высказывания, за выступления, такое вообще не сажают. Мы же живем с вами в 21 веке. И то, что происходит, и его дело это лаксус, бумага, которая именно проявляет само, как говорится, правового беспредела в обществе. Зачем задерживать? Таких вопросов очень много, и мы всегда их поднимаем. И ставим всегда, вот наша фракция, она периодически ставит эти вопросы, поднимает и обсуждаем эти вопросы. У нас поэтому по нашей инициативе и создана еще комиссия, комиссия временная по правам человека. Она еще не завершила свою работу, но в ближайшее время, я думаю, мы вынесем заключение комиссии. Да, сурашсак болот. Говорит одан Гүлназ Мединова кече жакында эле ошо Бүтүн Кыргызстан партиясынын дагы бир активдүү мүчөсү Эмиль Жайчиев Ташиев менен жолугуп чыкканын айтып, анан ошол Бүтүн Кыргызстан тарапташтарына же мүчөлөрүнө мындай кыйыр түрдө кайрылуу жасагандай болду да. Мадымаров ошол туура эмес багытка үндөп атканын кемпирова иши боюнчачы. Бул боюнча кандай комментарий берет элеңер? Ошол партия мүчөсү тууралуу да кененирээк токтолуп өтсөңүздөр. Саламатсыздар, урматтуу маалымат массалык кызматтын өкүлдөрү. Бүгүн жогорку жыйынында 2 сентябрда болуп өткөн саясий окуяга байланыштуу биздин фракциянын лидеринин орун басары Кожокулова Гүл Акматқызына акциялык түрдө кайрым жасады. Кайрымдын баарын уктуңуздар. Негизинен биз бул Кыргызстан эгемендүү, суверендүү, демократиялык өлкө. Биздин лидерибиздин камалганы жана анын камалган мыйзам бузуулары биз кайрымда айттык. Biz ошол анын кийинки тергелишин мыйзамдуу түрдө талап кылабыз. Лидер партия өзү кылган келин жооп берет. Ал кишини мен тааныйм, бизде кандидат болуп гана жүргөн. Башка эчтеке айта албайм. Башка маалыматтар бизге ал киши жөнүндө жок, ал Россиядачы. Анан айткандан бизде сиздерде ошо соцсеттерде уктук. Как сейчас его состояние здоровья? У него говорили, что кардиостимулятор, ему нужен свежий воздух и так далее. А расцениваете ли вы его задержание как пытку? И есть ли какой-то доступ у него к хорошим условиям для его здоровья? Ну, на сегодняшний день здоровье Адама Самача, он вообще, конечно, сам по натуре такой человек очень скромный, он не жалуется. Я сейчас вам скажу информацию от адвокатов, которые его посетили.
Вчера были у него адвокаты, они встречались. Он, конечно, сказал, что ему не хватает воздуха, что он испытывает определенные проблемы с дыханием. Вот, находится в камере 3 человека, держится. Вот, и, конечно, ему непозволительно там, допустим, частые прогулки, никаких особых условий у него нету, каких-то там специальных, тоже как бы не созданы. То есть он находится на правах всех задержанных равных правах. Вот. И я думаю, что адвокаты уже подали заявление о том, чтобы обжаловать решение районного суда. И там будет приложено соответствующее заключение врачей. Врачи, как я поняла, уже подготовили документы о состоянии его здоровья. То есть он, диагнозы, вы знаете об этом, заключение, по заключению врачей, я думаю, что мы будем тоже смотреть, как будет рассматриваться. И я в своем выступлении неоднократно уголовно, особенно что касается уголовных дел, для судей настольная книга – это Конституция и Уголовно-процессуальный кодекс. В Уголовно-процессуальном кодексе четко прописан каждый шаг следователей, судей и всех участников уголовного процесса. Каждый шаг. Что можно, что нельзя. И как это делается. Там все четко прописано. И понимаете, когда в статье четко указывается о том, что он не подлежит задержанию, если он не препятствовал ведению следствия, если он, значит, не скрывался, если он имеет постоянное место жительства. То есть вот эти основные пункты, по которым не задерживается лицо, подозреваемого в совершении преступления или обвиняемого. А что касается, если истек срок исковой давности, то есть срок давности совершения преступления, то там прям 114 статья, вот ради спортивного интереса откройте, пункт 5, там написано, что лица не задерживаются и мера пресечения не избирается заключение под стражу, если по преступлению истек срок исковой давности. Ну вот уже все написано, понимаете? И вот даже на это, закрыв глаза, вы видите, что происходит. И вот я же говорю, оно же не только вот речь идет о Мадумарове, да? Я недавно посещала в рамках работы временной комиссии лиц, которые содержат. Вы знаете, что они тоже почти 11 месяцев, скоро год будет, содержатся за покушение совершения преступления. И там тоже есть и политики, и блогеры были, и журналисты. И были состояния здоровья у некоторых противного прокурора спасет от превышения служебных полномочий только четкое соблюдение закона. Вот если бы они только ссылались на закон, поверьте мне, никто бы не смог их там уволить, там, преследовать и так далее. Но, к сожалению, наша государственная машина, она не то, что пробуксовывает, она вообще, если честно, уже в ужасном состоянии. Жоқ, қапитасыз, депутаттық комиссия түзілу бойынша мәселе өтірістер кеткен мысалы мына қамалда учида бұған шейін да бұзылу еттеніп. Азыр сізге айтып кетті, Қожатұлы Мұратматұлы, ертең үшін соңымызды қоямыз. Қарамалышын мизандығы үшін депутаттық комиссиясы бойынша ертең фракция қайда болады. Партия ушул саясий куугунтук катары дагы баалап өтпөдү. Анан бул иш адилеттүү түрдө тергелет деп мындай көзүңүздөр жетеби? Иш көзөмөл кыласыздарбы иштин тергелишин? Атакан Исмаевич бул жөнөкөй саясатчы эмес, бул ага каралган иште козголгон иш болгондо албетте саясий иштер. Биз бир нече жолу айтып келип атабыз. Фракциянын депутаттары, мен өзүм барысында айттым, жаздым, сөзсүз мыйзамдуулук талкаланды. Биздин бир эле талкаланабыз мыйзамдуу. 200 тысяч. Гулян Папул, вот смена статьи обвинения, это должно было согласовываться в Джордж Кэмчи? Или в процессе следствия можно поменять, скажем, превышение служебных полномочий на госизмену?
Дело в том, что Джигуров Кенеш, когда рассматривает представление генерального прокурора, в самом представлении четко указывается статья, о которой мы готовы не прикрепить. И в том представлении, которое представил генеральный прокурор, речь идет о том, что только лишь о превышении власти. Речь шла об этом, а государственном изменении не было. И когда меняется положение обвиняемого или подозреваемого, и в судебной практике, и в следственной практике такое недопустимо. Может быть на смягчение, но не отягощение. Вот давайте хотя бы просто как аналог хищения и так далее, и так далее. Но так не бывает. Мы же рассматриваем конкретный факт, мы рассматриваем конкретную статью. Такое не бывает, что хочу так, хочу так. То есть у следствия, тем более, это дело 14-летней давности. Там работает большая машина следственной работы, вообще большая группа прокуроров, надзирателей, которые должны четко это все соблюсти. Понимаете, это все там все прописано, так вот не должно быть сегодня так, завтра так, на усмотрение следователя. Такие вопросы не бывают. Еще раз говорю, возможно, на смягчение, да, но на отягощение есть определенный принцип, который заложен и в Конституции, и в уголовном процессе. На отягощение никогда не должно быть. Супер ТВ телеканалы бүгін Нодымаровтың қармалышы бойынша материал жасап көргенбіз. Анан жогорку кеңешке келсек, фракциядан экөөңүздөрдөн башка депутатты көрө алган жокмун да. Башка депутаттардын келбегенине эмне себеп болду, айтыштыбы? Мы знаем, мы держим связь с каждым. Один из коллег у нас находится в служебной командировке за пределами Кыргызстана. На тот момент, когда было задержание, его уже не было в Кыргызстане, только 8 сентября прибыл. Другой наш коллега Исхак Абсаматович, он по состоянию здоровья находится за пределами тоже Кыргызстана, и это официально. Он перенес тяжелую операцию. Вот. И у нас еще одна коллега, она здесь она с нами, в принципе, всегда поддерживает связь. Ну, вы же знаете, что наша фракция, она немногочисленна, но тем не менее у всех А вообще депутаты собираются другие посетить его, и когда это случится, и что там, ну, то есть что будут передавать? Может, уже кто-то что-то передал ему? Ко мне подходят наши коллеги, они интересуются. Уже мы обратились с письмом о том, что мы должны сами в первую очередь посетить. В ближайшее время, как нам только дадут разрешение, мы обязательно посетим нашего коллегу. Пока связь держим только через адвоката. Многие депутаты тоже готовы посетить, обратились к нам с этим вопросом. Я думаю, что в ближайшее время этот вопрос будет решен. Спасибо большое. Спасибо. Рахмат. Рахмат.